Амерыканскія санкцыі, новыя абмежаванні супраць Расіі, новыя абмежаванні супраць некаторых беларускіх прадпрыемстваў. Нягледзячы на гэта, беларуская эканоміка, здавалася, паказвае пэўны рост. Але, па-першае, паглыбляюцца ўнутраныя праблемы, а па-другое, ўсё большыя абрысы набывае глобальная пагроза, звязаная з геапалітыкай. Што ж гэта за працэсы і пагрозы і як усё гэта будзе адбівацца на нашых з вами гаманцах? В эфіры перадача «Экономика с Чалом». З вами уласны Сергей Чалы и Станислав Ивашкевич. Витаем. Добрый день. Это говорит о том, что банки не видят на самом деле в промышленности перспектив долгосрочного роста. Казалось бы, вот тебе этот всплеск, вот ты можешь сейчас на нем заработать, вот ровно то, чего ты ждал. И вместо этого ты говоришь, это для нас угроза, от цен на то, что мы производим, мы страдаем больше, чем наслаждаемся этим. Ты то, что ты экспортируешь. Можно легко за год просто эти деньги целиком проесть. Вот такой вот вырисовывается геополитический блок изгоев из американской системы доллара. Итак, на пачатку навіны з палёў, а менавіта маем нарэшце эканамічныя дадзеныя за першы квартал. Что там? Вышел данные по ВВП, немножко он подрос по сравнению с первыми двумя месяцами, плюс 0,9%, но, как мы и на самом деле и догадывались в предыдущей передаче, исходя из анализа ожиданий предприятий, в общем, что этот рост, он очень узко сосредоточен буквально в нескольких совершенно компонентах. Это, собственно, обрабатывающая промышленность, и, видимо, это эффект низкой базы, это производство электроэнергии, горячей воды, отопление. Вот все остальное по-прежнему продолжает находиться в довольно серьезной рецессии. Розничный товарооборот минус 5% по сравнению с аналогичным периодом. Транспорт – это тоже очень такая важная штука, потому что это обычно считается опережающим индикатором, который первым реагирует именно на спрос, а не на производство. То есть там 94% к аналогичному периоду прошлого года, минус 6%. То есть это все депрессивные параметры. Ну и строительство. Строительство – это отрасль, которая по определению инвестиционная, там же есть две компоненты: закупка оборудования и строительно-монтажные работы. И они минус 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То бок, в принципе, идет такое подводное погоршение. А что думает бизнес на этот конт? Есть исследовательский центр ИПМ. Он начал недавно, буквально только полгода, он начал проводить по методологии международной, по аналогии индекса PMI, как в Америке он есть, то есть это индекс менеджеров по закупкам, которых спрашивают относительно их текущего положения, как вы оцениваете конечный спрос. И там получается такой довольно интересный феномен, а именно то, что от самых страшных оценок, которые были в конце прошлого года, бизнес немножко отошел, то бишь, ситуация не является хорошей, но остановилось ухудшение ожиданий, как минимум. И начинают появляться, что с точки зрения ожиданий предприятия балансируют вблизи нуля. То есть индекс такой, ни спад, ни рост. Та самая рецессия, о которой мы говорили. Но что... В смысле, у чаканнях, не спад, думаю, что и не горш не будет нашмат, и нашмат лепш, однако так само не будет. Причем, что интересно, львиная доля позитивных ожиданий почти всегда связано целиком исключительно с внешним спросом. Но анекдот как раз заключается в том, и мы об этом многократно говорили, что мы сейчас находимся из-за всех наших этих проблем, причем не только политических, внутриэкономических в том числе, то есть мы сейчас находимся в ситуации, что мы не можем по многим причинам этим воспользоваться. То есть поезд с перрона уходит, а мы, на нем, этом перроне остаемся. То есть при прочих равных наша экономика бы сейчас просто на полных парах бы росла, и все бы наслаждались этим ростом. То, что этого не происходит, это наши абсолютно внутренние системные проблемы. То бок, логичная основа с этого, что продажи растут, а их рентабельность уменьшается, совершенно верно. Достаточно посмотреть, опять же, на финансовых положениях с точки зрения этой самой операционной рентабельности. То есть среди флагманов, в сущности, это львиная доля всей промышленности, порядка 30% это целиком убыточное предприятие, даже без их финансового... Без выплаты по ранейших кредитах, модернизациях. И то, что называется у нас малорентабельное предприятие, это рентабельность 0-5%. Их тоже порядка 30%. То есть, что такое? Это предприятия, которые уязвимы от изменений любой конъюнктуры. Если смотреть на динамику этой самой задолженности, как она изменялась за последние 12 месяцев, 1 марта до 1 марта прошлого года. На 44% задолженность выросла, при этом краткосрочные долги выросли, рублевые я имею в виду,
на 75%. То есть, а при этом долгосрочные, как несложно догадаться, они будут, естественно, меньше, на 16 всего процентов. То есть, первое. Почему именно краткосрочные долги растут быстрее? Потому что не хватает как раз именно оборотного капитала. То есть это показатель ухудшения, на самом деле, текущего финансового положения. Но и опять же, казалось бы, да, то есть, что такой малый рост кредитной задолженности именно долгосрочный, это говорит о том, что банки не видят на самом деле в промышленности перспектив долгосрочного роста. Нет большого количества проектов, которые имеет смысл финансировать. Вот о чем идет речь. До речі, про проблему долгов недавно выказывался Калаур. Да, совершенно верно. Мы же как раз говорили о том, что Пресс-конференция некая да, была. была совместная пресс-конференция главы Нацбанка и министра антимонопольного регулирования и торговли, значит, Павла Калаура и Колтовича. Значит, смысл в том, что там же произошло несколько таких, в общем, неожидаемых событий. Это увеличение ставки рефинансирования. Не очень сейчас все понимают, зачем это они сделали, потому что ставка рефинансирования всерьез на стоимость денег не влияет, потому что стоимость денег определяется все равно вручную Нацбанком. То есть это скорее такая, что ли, ну, как бы демонстрация того, что мы следим, мы видим, да, инфляция, как бы то, что она развивается. Теперь, видимо, они поняли, что эта тенденция устойчива, с этим надо каким-то образом бороться. Понятно, что рыночных механизмов для этого не так много, ставка рефинансирования сейчас мало на что влияет, поэтому понадобилось Министерство антимонопольного регулирования, где как раз рассказывалось о том, что 55% всех цен у нас фактически административно сейчас регулируется, несмотря на все эти либерализации и так далее. Во всем мире наблюдается рост цен на сырье, но просто интересно, как на это реагируют разные страны. Да? То есть мы же видели, например, что не только замораживание цен, ну или там ограничение темпов роста у нас приводится, но есть же даже такие еще более жестокие, что ли, меры, да, с точки зрения административного регулирования, как, например, запрет на временный, естественно, на вывоз пшеницы, значит, жжи, ну, короче, всех зерновых культур, которые только можно себе представить, прочих злаков. Это постановление Совмина 14 апреля. Понятно, почему это делается, потому что есть опасность, что из-за разницы роста мировых цен и административного регулирования здесь просто начнет происходить вымывание, то есть обнажение рынка. Вот, но еще раз говорю, казалось бы, да, вот очень странная штука. Помнишь же у нас, как Лукашенко регулярно рассказывал и хвастался вот этой своей модернизацией сельского хозяйства, как грамотно, что он пошел именно развивать производство продуктов. Почему, говорит, мы так делаем? Потому что, я уверен же, там будет нехватка продовольствия, потому что население же растет, оно же всегда будет в цене. Вот это его представление о том, что оно всегда в цене, кстати, немножко не оправдывается, потому что если смотреть, скажем, не номинальные цены, а реальные цены на продовольствие в мире, да, вот, С великой инфляцией. да, и на длительном интервале убирающие вот эти вот всплески, то видно, что в действительности скорее даже происходит их уменьшение этих цен. Ну ладно, казалось бы, вот тебе этот всплеск, вот ты можешь сейчас на нем заработать, вот ровно то, чего ты ждал. Вместо этого ты говоришь, это для нас угроза продовольственной безопасности, давайте принимать вот такие чрезвычайные меры. И это в действительности довольно интересная вещь, потому что, на самом деле, ожидаемая даже штука, почему именно Лукашенко оказался неправ, почему глупостью были вот эти рассуждения, что нужно идти в производство продуктов питания. Потому что, во-первых, самыми уязвимыми странами, которые, как сказать, страдают от такого вот инфляции цен продовольствия, это как раз страны-производители, главным образом не богатые, а бедные страны. И мы же знаем, что по параметру, мы в прошлой передаче говорили, по параметру доли расходов на потребление в потребительских расходах, мы, в общем, относимся к бедным странам. То есть около 40% у нас это расходы на продовольствие. А богатых сколько? Самые богатые страны мира, США, Европы, около 10%, даже иногда меньше 10%. Еще раз говорю, что если ты позиционируешь себя как бедная страна, производитель продовольствия, то твое население по определению будет уязвимо к росту цен, потому что и в бюджете это более высокую долю составляет, а чем беднее люди, тем большую долю. Раз. Второе. Мы же знаем, что еще и эластичность по цене на потребление очень низка. Ну, скажем, например, в богатых странах им не важно это изменение цены, они просто будут тратить больше, могут себе позволить, да? А в странах бедных это уже начинает напрягать бюджет, то есть либо ты, у тебя нет возможности где-то потратить больше, ты начинаешь реально меньше потреблять, и в совсем уже беднейших странах это иногда даже вопрос просто рациона. Вот. То есть вот эти все факторы говорят о том, что мы так себя спозиционировали, что от цен на то, что мы производим, мы страдаем больше, чем наслаждаемся этим, понимаешь? Главный вывод, который можно сделать из экономики развития, из теоретической экономики, что ты то, что ты экспортируешь.
Если твоя корзина экспорта начинает напоминать корзину экспорта богатых стран, ты живешь богаче. Если она начинает напоминать корзину экспорта бедных стран, ты живешь беднее. По великім рахунку означає, що колгасник, який працює в колгасе, доходы его колгаса, павялічаныя от росту кошту на ежы, не настолько павялічваюць ему заробак, каб ён мог больш плаціць за ежу, якую спажывае сам. Да, именно так. Атрымліваецца, ён становіцца бедней, тому што у выніку тую ежу, якую ён купляе, яна шмат даражэй, чым выраслі его заробкі. Нарэчы, гаворачы пра заробкі людзей, заробак вось гэтага гіпатэтычнага колгасніка, наколькі ему пагражае дэвальвацыя? Тут интегральный, что ли, показатель угрозы девальвации – это возможность, ну что ли, ее сдерживать или ей противостоять. Это возможность того же самого Национального банка, да, сглаживать возможные всплески. Золотовалютными резервами. И именно для этого, в принципе, даже при плавающем валютном курсе нужны золотовалютные резервы. И как раз-таки сам глава Нацбанка, вот на этой пресс-конференции, которую мы упомянули, он сказал, что то есть сейчас у нас порядка 6,9 миллиардов долларов золотовалютные резервы. К концу года мы рассчитываем, они составят около 6. То есть они планируют тратить в течение всего этого года. Потратить сколя миллиардов. У нас в структуре золотовалютных резервов то, что, собственно, является деньгами, меньше 3 миллиардов. У нас довольно большая постоянная доля расходов будущих средств и Нацбанка, и Минфина по обслуживанию внешнего долга. Всегда есть статистика, где можно посмотреть, сколько нужно расплатиться. Там краткосрочные долги 3-6 месяцев и дальше, значит, на перспективе далее 12 месяцев. То есть там более 3,3 миллиарда долларов. То есть, смотри, теоретически, если не удастся денег вообще найти нигде, можно легко за год просто эти деньги целиком проесть. Соответственно, нужно где-то срочно искать деньги. Поэтому так нужно получить, вот как говорил министр финансов Сильверстов, говорит, где же вот этот обещанный последний транш межгосударственного кредита, этих 500 миллионов? Мы его ждали к концу первого квартала, как-то первый квартал закончился, все, этих денег нет. Сейчас они его уже ждут к концу июня. Ну, то есть это конец уже, считай, второго квартала. Деньги требуются прямо сейчас. По всей видимости, именно желание найти деньги и вызвало вот этот вот экстренный какой визит. Помнишь, у нас в свое время Алиев, бывало, помогал как раз, когда деньги требовались вот прямо сейчас, буквально несколько сот миллионов. Заплатить «Газпрому» за газ? Да, там было стрельнуть литерально на пару дней до получки, а зараз? Ну вот я думаю, что как раз до получки вот этой второй части межгосударственного кредита 500 миллионов долларов в эквиваленте российских рублей, межгосударственный кредит. То есть вполне возможно, что необходимость поехать к Алиеву была аналогична той необходимости тогда. То есть нужно перехватить до того, как деньги придут. Раз. Второе, это, видимо, все-таки попытка продемонстрировать, что поиск каких-то альтернатив нефтяных происходит. Там был же меморандум как раз у нас совместный, значит, между Белнефтехимом и государственной нефтяной компанией «Сакар» азербайджанской. Но там, что интересно, там меморандум подразумевает сотрудничество в области, в том числе произведенных в Беларуси нефтепродуктов. Не только азербайджанской нефти, но и наших нефтепродуктов. То есть вот что бы это могло означать? Мне кажется, что здесь начинает играть роль фактор возможных санкций, и, собственно, которые уже анонсированы, прекращение моратория на санкции, которые еще были в 2015 году, США. Сейчас у нас 45-дневный срок, что называется, дан контрагентам наших вот этих 9 компаний, включая и Лакокраску, и сам Белнефтехим, и так далее, и химволокно, и прочее, да, то есть привести в порядок финансы и больше не иметь с ними дела. Так вот, не является ли появление в этом меморандуме белорусских нефтепродуктов таким способом, через государственную компанию Азербайджана попытаться все же продавать на мировых рынках наши нефтепродукты в случае, если, угроза финансовых расчетов может реализоваться. До речі, ясно, що як будуть дзейнічаць ці американскія санкції, може бути, вони будуть розповсюджуватися не тільки непосредственно на підприємство, а й на їхніх контрагентів, що нельга буде з ними мати справу. І тоді це цілком закриє доларові платежі для Белнафтохима в Індії, в Китаї так само. И есть, кстати говоря, довольно большой риск этого, потому что мы знаем, как по опыту, например, санкций, скажем, против проекта «Северный поток-2». Да, то есть сначала именно это был запрет иметь дело американским компаниям, но потом эти санкции были именно так, как ты говоришь, были расширены. То есть этот проект стал просто вообще, то есть от него начали как черт от ладана отворачиваться, и фактически этот проект сейчас заморожен. Вот, то есть опасность такого сценария, она, в общем, есть. И плюс мы же видим, как довольно часто, то есть то, что во всем мире даже сами
американцы называют вепонизацией, да, то есть превращением доллара вот в оружие этих самых санкций. То есть специальный список, в котором там чуть ли не в каждой стране есть либо предприятия, либо физические лица, на которых эти санкции распространяются, которые, соответственно, не могут вести бизнес. И, кстати, в Мьянме недавний переворот, тоже, значит, эти санкции были применены. Ну, помимо всех вот этих вот известных вещей, там Иран, Северная Корея, там Россия в том числе и так далее. Вот. Против Китая даже вот нарушения прав человека в Гонконге, да, таковы, что Кэрри Лам тоже находится под санкциями, и писали СМИ о том, что она вынуждена хранить большое количество кэша, потому что не может полагаться на систему вот международных платежей. Але ж там зараз некие проглядаются новые способы обыходить санкции. Китай распрацовывает. Вот, да, Китай явно сейчас находится на, что ли, переднем крае борьбы вот с этим вот американоцентричным, доллароцентричным мировым порядком. Ну, гаворки про это давно ходят, может, снова пустые гаворки? Нет, сейчас конкретно они уже запустили в тестовом режиме инструмент, который они сильно надеются, что будет использован как раз именно для этого. Ну, не только для этого, но и в том числе. Речь идет о так называемом цифровом юане. То есть их выпускает Центробанк Китая, он полностью прослеживает все финансовые эти потоки. Там уже порядка 100 тысяч человек уже получили эти деньги. По великим рахунку, дигитальный юан – это другая валюта, это не юан, еще одна валюта, а самая главная сила в том, что для ее перевода по свету не треба банк-корреспондента. Совершенно верно. Ты вообще не пользуешься вот этой долларовой инфраструктурой мировых расчетов. Да. Фактически США сейчас могут влиять на все движения своей собственной национальной, но автоматически мировой валюты по всему миру. Потому что хочешь с Китая перевести в Бразилию, в банку корреспондента треба спочатку перевести это в доллары. Конечно, потому что в любом случае расчет идет по корреспондентским счетам банков США. Але с этим дигитальным юанем ситуация поменяется. Да, в том-то и дело, потому что это будет вообще полностью вне поля зрения США. На самом деле, чтобы было понятно, насколько это угроза существующему миропорядку, можно по-разному к нему относиться, но как бы пока США, в общем, выполняли функцию такого мирового полицейского. Значит, что будет с мировым порядком, если возможности мирового полицейского станут меньше, но это пока очень сложно себе представить. То есть опасность того, что будет большущее желание воспользоваться этой системой в условиях ухудшения отношений со всем остальным миром у нас и в России довольно велика. То есть вот такой вот вырисовывается геополитический блок, значит, изгоев из американской системы доллара. И понятно, что естественным образом, да, то есть как бы мы поневоле склоняемся в сторону там, Китая, России, вот этот вот блок. Да. Другое дело, что здесь же что нужно... А там аккурат с экономикой... У меня такое ощущение, что даже сами экономические власти в Китае понимают, насколько хрупок тот их экономический рост, который они сейчас обеспечивают. В частности, в этот самый проект цифрового юаня заложена такая очень интересная штука. Деньги, которые раздаются участникам, они обладают, то есть они запрограммированы, они обладают сроком годности. Если ты их не потратил раньше времени, то они как бы сгорают, да, их у тебя не остается. Для чего это делается? Понятно, что это механизм, который должен стимулировать потребление здесь и сейчас, да, тех домохозяйств, которым они раздаются. Я просто помню еще во времена, когда я на фондовом рынке работал, ровно такая же идея была, тестировалась в некоторых префектурах Японии. Раздавались тоже такие деньги со сроком годности, чтобы стимулировать внутреннее потребление. А страна в то время находилась в длительной депрессии, такой термин «потерянное десятилетие», после краха фондового рынка их в 90-м году, который был вызван, на самом деле, тем же самым, чем занимается сейчас Китай. То есть его экономические темпы роста целиком начинают зависеть от внутренних инвестиций, практически целиком в строительство, и главным образом в строительство жилья. То есть опасность, что, как всегда это было со странами, которые так бурно росли с помощью такой политики, кстати говоря, как и Беларусь, то же самое. Мы же тоже наблюдаем потерянное десятилетие низких темпов экономического роста после вот этих вот бурных темпов экономического роста, вызванным политиками Прокоповича, да, наращивания внутренних инвестиций. Так вот, опасность попадания в такую вот ловушку низких темпов экономического роста теперь есть не только у нас, но еще если мы окажемся вот в этом вот поясе сателлитов Китая, которые еще и потеряют темпы экономического роста, а значит, внутренние полисимейкеры, судя по всему, к этому начинают готовиться, он очень велик. То есть мы можем
оказаться не просто изгоями, но еще изгоями в не самой лучшей компании. Каб не пропустить новые выпуски передачи «Экономика с Чалым», Подписывайтесь на телеканал Белсат в YouTube и социальных сетях. с вами был Сергей Чалы. И Станислав Ивашкевич. До встречи. Всего доброго.